Еще до презентации в пятницу 4 декабря наша съемочная группа записала интервью с почетным доктором Академии наук Абхазии Мирой Хатылашвили Иналыпа. В нем она рассказала о своей работе под названием «Книга для чтения по истории Абхазии». Как отметил автор, история данного издания берет свое начало в самом конце 1982 года. Тогда руководители детского абхазского журнала «Амцапс», главный редактор Алексей Гогу, а его заместитель Геннадий Аламия предложили Мире Хатылашвили Иналыпа написать серию статей по истории Абхазии для детей. Я сначала испугалась, отказалась, но потом уже подумала и согласилась. Думала, просто попробую, получится, нет. И первый мой номер вышел уже в феврале. И я все годы, 80-е и начало 90-х, посвятила вот этому делу. Я писала эти рассказы, стараясь их сделать более простыми и легкими для усвоения детьми. Наш президент Владислав Григорьевич Шарзенбо предлагал переделать эти рассказы на учебник, но я категорически отказалась, потому что мне хотелось быть вольной и писать так, как я хочу, как я вижу, что я вижу, и как мне хочется это выразить на бумаге. Рассказы Миры Хатылашвили Иналыпа издавались в Амцапсе с февраля 1983 года до начала грузино-абхазской войны. Собирать и писать материал автор не прекращала и после. Потом уже после войны Ардашу, он поднял вопрос собрать эти рассказы и опубликовать. Но почему-то вскоре это заглохло. И только уже в 2000-х годах наш фонд абхазского языка, когда там уже руководила Квитиня Гунда, она решила опубликовать эти рассказы. Но рассказами было трудно опубликовать, и поэтому решили сделать книгу. Презентация этой книги прошла 8 декабря в Национальной библиотеке Абхазии. Миры Константиновны здесь не было из-за ограничений, введенных в республике в связи с пандемией коронавируса. По словам редактора книги, доктора исторических наук Валерия Бегуа, данное издание представляет собой краткое описание природы и истории Абхазии с древних времен до упразднения Абхазского княжества в 1864 году. Книга, безусловно, является очень полезной. Она, можно сказать, многоплановая, поскольку речь идет в этой книге не только о истории, собственной истории Абхазии, но и о других. Значит, она не ограничивается только историей Абхазии. Она, значит, развертывает историю тех стран, с которыми Абхазия соприкасалась. В этом я вижу только плюс, минуса здесь нет. Впервые книга Миры Хатылашвили Иналыпа на абхазском языке была издана в 2010 году, а в 2020 вышла ее русскоязычная версия. Оба издания выпущены при поддержке Минкульта страны. Поскольку мы делали геоинформационную систему, и нам очень важно было, чтобы были какие-то издания, в которые вот целые статьи, как исторические справки идут. Сама книга нам показалась очень интересна, потому что она написана таким популярным языком, и практически тут отражены и страницы, и история, и пояснение об артефактах, которые хранятся и в музее, которых нету, но которые представляют огромную ценность для нас. И мы хотели презентовать ее, но мы хотели сегодня, поскольку вышла буквально год назад книга Миры Константиновны «История и этнография Абхазии», вместе их презентовать. И мы радуемся, потому что две наиболее важные книги за 5 лет мы тогда издали. Это «Старый Сухум» Анзора Агума, которую мы сумели тоже обосновать, и вот эту книжечку, которую все имеете. Экс-министр культуры Эльвира Арсалия – одна из инициаторов издания работы Миры Константиновны. Книга будет интересна как историку, так и школьнику, подчеркнула Арсалия. Я просто хочу высказать слова восхищения. Это просто потрясающей, сильной и настоящей аристократки духа. Потому что, когда мы общаемся с Мирой Константиновной, время, человек, который обладает колоссальным человеческим и профессиональным опытом, она 2 минуты говорит о прошлом. В основном она говорит о будущем, о своих планах, о том, что ей надо сделать. То есть
время, в которое Мира Константиновна выбрала, это будущее. И она всегда о нем говорит. И сегодня я ей хочу пожелать, чтобы этот этап, но были еще, как вы заметили, те вот ее планы, и чтобы ей хватило сил и энергии это все сделать, потому что это нужно нам всем. На презентации издания выступили ученые, историки и редакторы. Все сошлись во мнении, что книга Миры Хатылашвили и Налыпа носит разносторонний познавательный характер и отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным историческим произведениям. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.